В январе 2022 года российская прокуратура отметит знаменательную дату – 300-летие создания ведомства. За 3 века представители Ока Государева, как называли их еще во времена Петра I, следили за неукоснительным соблюдением законов в нашей стране, борясь с преступностью и казнократством. В Коме ведомство появилось в сентябре 1922. В следующем году тоже отметит вековой юбилей. О сотрудниках, нынешних и бывших, мы рассказываем в новой специальной рубрике «Прокуроры». Герой первого репортажа – руководитель регионального ведомства Николай Егоров. Ваш юный юридический опыт в приложении к нашей практике, я думаю, что даст позитивные результаты. Всем хочу в заключение пожелать здоровья, берегите себя и ждем вас на Коме-земле. Напутственные слова прокурора республики Николая Егорова адресованы студентам Саратовской юридической академии. Это один из 4 опорных ведомственных вузов страны, где обучают будущих сотрудников надзорного ведомства по целевым направлениям. Сам Николай Валентинович профессию юриста выбрал еще в школе. В 8 классе писал сочинение «Я хочу работать следователем». Были тематические, всегда такие в школах. Сочинение «Кем ты хочешь быть?». Увлекаясь литературой детективной, у меня было желание работать следователем. И свою прокурорскую практику я начал именно с работы стажера, следователя, старшего следователя. Закончив юрфак Ленинградского госуниверситета, за 35 лет службы прошел путь от следователя городской прокуратуры до руководителя регионального ведомства. С июня 2020-го Николай Егоров – главный блюститель закона в Коме. Спектр его ежедневных вопросов широчайший – от соблюдения прав простых людей до выполнения приоритетных национальных проектов. К примеру, недостроенную школу села Помоздино Усть-Куломского района ему приходится навещать регулярно. После вынужденной смены нерадивого подрядчика прокурорский надзор идет и по срокам, и по качеству выполняемых работ. А вот эту часть как будет благоустройство сделано? Здесь только газон. Все засаживается травой. Мы в среду вызываем бульдозер, и бульдозер все прям ровно делает, и мы все засаживаем травой. Когда работы будут закончены по столовой? Тут еще потому что... В среднем недели 3. Плитка, потолок, правильно? Покраска. Здесь обычные розетки интернета, а розетки интернета нет. Нету, да? Да как школа будет обеспечена интернетом? Мы заводим оптику в здание, ставим Wi-Fi и по Wi-Fi раздаем весь интернет. Понятно. Кажется, от глаз прокурора республики не укроется ни одна мелочь или недоделка. Николаю Егорову помогает не только его многолетний правоохранительный опыт. Еще в студенческом стройотряде он от и до освоил азы строительства. Мы как прорабы залезаем на крыши, смотрим подвалы, проверяем вместе с тем и соблюдение трудового, миграционного законодательства. И задача, поставленная генеральным прокурором, задача, поставленная президентом, выделяются финансовые средства. Такие объекты, конечно, важны для сохранения села, для сохранения здоровья населения, для повышения образования, чтобы молодежь оставалась на селе. Это ж приятно ходить в новые школы. Каждая такая поездка за сотни километров в города и районы Коми, будь то недостроенный ФАП или какая-либо проблема в коммунальной сфере, начинается рано утром и заканчивается ближе к ночи. Выдержать такие не только умственные, но физические перегрузки Николаю Валентиновичу помогают любимые увлечения, уважаемые большинством мужчин в нашей стране. Мои увлечения – рыбалка, охота, прогулки по лесу. От активного спорта я уже отказался, но физкультура, ходьба – это очень важно. Только так можно снять нагрузку. И русская баня. Желание прокурора к восстановлению справедливости, целеустремленность, умение отстаивать законную и принципиальную позицию, профессиональные качества, которые обязан иметь, по мнению Николая Егорова, каждый сотрудник надзорного ведомства. Не менее важны и простые человеческие качества. Нужно всегда ставить себя на место граждан, обратившихся за помощью, представлять, что нарушены права твоих детей или родителей. При таком неравнодушии результат всегда будет положительным.